Исышықса сезон грипп яҿагыло вакцина аҟаҵара шьҭа арамзазы иалагоит. Аԥсны агәабзиарахьчара министр исышықәса Урыстәылатәи афедерациахь авакцина аарышьҭырц аҿаҵаԥҟа ҟанаҵоит. Убри инақәыршәаны уажәазы ҳтәылахь иаагоуп хнызқьлаҵа. Сынтәа алаҵа аҟаҵара мҩаԥгахоит ҩ-хкык рыла. Х-штаммк рыла еилоу Гриппол плюс, ԥшь-штаммк злоу Гриппол квадривалент. Гриппол плюс предназначен для детей от 6 месяцев до 6 лет и для взрослых от 60 лет и далее. В принципе, им можно прививать и остальные категории населения. Но такое распределение потому, что гриппол квадривалент, он как раз идет от 6 лет до 60 лет. Для выработки иммунитета требуется 14 дней. Поэтому очень желательно привиться вот в октябре месяце, не тянуть до ноября и дальше, потому что в ноябре у нас могут, не обязательно пойдут, но могут пойти первые случаи заболевания. Алаҵа ззыҟарҵо ауаҩы игәыбзиазароуп, аинфекциа шоура, имҳәа-уҳәа ицәа иаламзароуп. Кому запрещено, это людям, имеющим аллергию на куриный белок. Потому что вирусы для производства вакцины выращиваются на куриных эмбрионах. И в вакцине может содержаться какое-то количество куриного белка. Поэтому кто не может кушать курочку, кто не может кушать яйца, вот им нельзя прививаться этой вакциной. И также люди, которые имеют выраженную аллергию либо на много лекарственных средств, да, не на одно какое-то, а на много, либо на много видов пищи, либо и на пищу, и на лекарства. То есть множественная вот такая аллергия, этим людям тоже нежелательно прививаться. По остальным случаям, в случае каких-то хронических заболеваний, нужно обсудить этот вопрос со своим лечащим врачом. Допустим, если у человека сахарный диабет первого типа, инсулинзависимый, стоит обсудить с эндокринологом. Эндокринолог, зная своего пациента, видя его анализы состояния, он скажет, можно прививаться, либо нельзя прививаться. Онкологические больные точно так же с онкологом со своим должны обсудить этот вопрос и уже решить по каждому случаю индивидуально. Ҳтәылаҟны алаҵа аҟаҵара ԥсыҽны имҩаԥысуеит. Убри аҟнытә хнызқьлаҵа ҳазхоит ҳәа азгәалҭеит Алла Беляева. Это очень маленькое количество, но, как показывает многолетняя практика, у нас больше, в общем-то, и не уходит, потому что у нас очень низкая прививочная активность населения. Прививаться нужно, потому что грипп тоже является тяжелым достаточно вирусным заболеванием. Многие люди не верили в ковид, да, было такое. Многие люди считали, что это вот легко перенесем, оказалось, не у всех легко перенесем. И грипп точно так же переносится у кого-то легко, а у кого-то с выраженными осложнениями или, не дай бог, с летальным исходом. Но если при ковиде дети болели очень легко, им фактически не прививали, и как бы не требовалось стационарное, практически не требовалось, были отдельные случаи, да, но так, чтобы массово не требовалось стационарное лечение, то при гриппе тяжело болеют и детки. Потому и брали так вакцину, чтобы с 6 месяцев ребеночка можно было привить, чтобы ребеночек не заболел. Аԥсны агәабзиарахьчара министрра алаҵа ҳтәыла аполиклиникақәа иахшаны ирынаҭоит. Анаҩс ҳазҭало амчыбжьазы аполиклиникақәа рҟны алаҵа аҟаҵара иалагоит. Уи хәыда-ԥсадоуп. Лаура Каԥшь-ԥҳа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.